Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Ингушетии на встрече с главой республики отчитался об итогах деятельности ведомства за первое полугодие. Саварбек Халахоев доложил, как реализуется проект мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов в Малгобекском районе. По его словам, проведенная специалистами проверка показала, что там нет залежей полезных ископаемых и речных артерий. После получения официального заключения геолога земельный участок будет переведен из категории земель сельхозназначения в земли промышленности. Строительством объекта займется республиканский экологический оператор, основным учредителем которого является Корпорация развития республики. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос о наделении организации статусом регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории республики. Глава региона отметил необходимость разъяснения, чего же на самом деле ждать жителям Малгобекского района и так ли страшна перспектива возведения там завода. Компания создана, земельный участок определен, то есть мы провели исследования. Какие замеры делаем в части грунтовых вод, в части, это очень важно. А потом подводных речек, там изоляция какая. Вот на данном этапе мы должны были проверить землю, ну, то есть участок на подводную, то есть грунтовую воду, то есть на глубине 2 метров. Но я на всякий случай просто решил сам это сделать и сделал на 6 метров. Так. У нас сплошная глина. Недовольство жителей, они идут от незнания. А незнание идет почему? Потому что у них нет возможности, поэтому на телевидении, на сходе, значит, вы же пояснить должны. И тоже здесь им надо сказать, что это безопасно, абсолютно. Тем более, если там глина, да? И там же изоляция потом делается еще. То есть там помимо изоляции, то есть это глины. То есть эта глина – это большой плюс. Почему? Потому что главное, чтобы не было воды. Да? Да. То есть было обращение, изначально было обращение жителей, что там есть родники, есть полезные какие-то источники. То есть мы провели исследование. Там 50 гектаров земли сделано 5 бурений. 5 бурений? Да, 4 по краю и 1 посередине. То есть все точки отбиты. Все точки. Да. Это как по нормативу? Это все как положено. Да. Здесь все будет как положено, то есть по закону. И то есть касательно объяснения людям, то есть у нас на сайте на нашем телеграм-канале есть видеоролик, как мы, представители нашего ведомства, встречались с старейшинами села, с представителями села, силовой администрации села Малгобекского района, то есть где мы разъясняем конкретно, что будет, как это все происходить. То есть документы показывали, наглядно фотографии. Территория полностью огораживается на несколько метров, буквально 1,5 метра, снимается слой. Так. И на нее вот это возмещается. То есть вот и что, вот этот полигон хватит нам на сколько? На 25 лет. Не свалка, поэтому там ничего складироваться так не будет. Это перерабатывающий комплекс. То есть там будет все сортировываться, там будет предприятие. То есть это огромный комплекс, мусороперерабатывающий комплекс. Там не просто... Подъездные дороги. Там и дорога все еще нам очень подходит. И просьба подбирать туда людей, вот этот оператор, понятно, но из местных тоже нам будут там работники. Их надо по специальности, прям чуть ли не конкурс проводить по времени, когда мы его сможем. Если сейчас мы пойдем без боя, наше начало уже есть, пойдем по плану. Если изменений будет, то до конца следующего года у нас должен быть полигон. Если там с Сунжского района, с Невсерки будут возить там на другой конец света, или наоборот. Поэтому она как раз вот подходит посередине, логистика. Понятно. Значит, с этим идет по плану, все будет там. Все, да. Да?